Поймать удачу за хвост попытались 70 местных жителей. Выйти на лед рыбакам не помешала даже весенняя капель и сильный ветер. После жеребьевки и напутственных слов организаторов участники соревнований заняли свои места у лунок. Правила для всех одинаковые и предельно просты, регламентированные Федерацией рыболовов России. Требования, значит, у нас какие? Чтобы друг от друга участники были не менее 5 метров друг от друга. Курить у нас нельзя. У нас здоровый образ идет. Мы за здоровый образ жизни, как говорится. Курить на льду нельзя. Потом, значит, менее 5 метров друг от друга. Нельзя. Технику безопасности соблюдаем. В подобных мероприятиях главное не победа, а участие, ведь свежий воздух и спортивный азарт гораздо полезнее, чем ленивые выходные у телевизора или компьютера. Кроме того, на таких соревнованиях происходит живое общение, которого так не хватает современному жителю города. Ну, здесь, во-первых, отдых. Более как-то свободно чувствуешь, отдыхаешь от всей суеты жизненной. И есть пословица: время, проведенное на рыбалке, она, как говорят, не идет за счет жизни. В основном в Целиной. Бывает на Урал. Здесь. Ну вот на Худоласе бывает. Самая большая рыба, которую поймал? У нас самая большая какая? Щука? Сколько? Килограмм? Ну, самую большую когда-то давно поймал килограмм на 3, все. Больше я не ловил. Главное в рыболовле — это, конечно, инстинкт охотника, инстинкт рыбака. Когда приезжаешь на водоем, восход солнца, штиль, птицы, рыба играет, душа поет. Душа поет, обо всем забываешь, когда забрасываешь удочку, все то же самое, как профессионалы рыбаки говорят, сливаешься с природой. И когда первая поклевка, поплавок вздрогнул, сердце вздрогнуло, и ты уже забываешь обо всем на свете и думаешь только об этом. Я думаю, те, кто занимается рыбалкой, они очень много приобретают. Это любовь к природе, это становление человека. Самому старшему участнику было за 70, а младшему рыбаку едва исполнилось 10. Так организаторам удалось сплотить людей самых разных возрастов и профессий. Кстати, проведение рыболовных состязаний в Сибае становится уже традицией. Напомним, первые состоялись прошлой осенью. К тому же наших рыбаков-любителей хорошо знают и далеко за пределами города. На прошлых выходных мы участвовали, сибайская команда, на республиканских соревнованиях в городе Бирск, где заняли 3-е место и набрались опыта в проведении, в судействе. И вот сегодня проводим уже наш чемпионат по правилам, принятым Федерацией рыболовного спорта Республики. Достаточное количество, порядка 70 человек сегодня участников, то есть у всех прекрасное настроение. В дальнейшем на этом мы останавливаться не будем. Планируем создание рыболовного клуба нашего городского и дальнейшее вступление шаг за шагом в Федерацию рыболовного спорта Республики. Соответственно, участие во всех мероприятиях, которые организованы Федерацией. Ну а там, может быть, выйдем и на Россию. То есть ничего исключать нельзя. Рыбаки считают, что успех зависит не столько от везения, сколько от умения пользоваться снастями, а опыт приходит на практике. Самыми бывалыми в этом отношении стали Ильшат Ишкуватов, Наиль Гайнулин и Дмитрий Зайцев, которые заняли 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Победителям вручили кубки, медали и рыболовные принадлежности, предоставленные магазином «Клевый». Елена Афанасьева, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.